Каждая возрастная категория этого турнира – дань уважения одному из этих великих спортсменов. Так, юноши 2012-13 годов рождения борются в честь Яхьи Мережкова. Ребята 2014-15 годов рождения под именем Руслана Базоркина. А самые старшие юноши до 18 лет соревнуются на призы Зураба Плиева. Но это не просто состязание. Это еще и отборочный этап на первенство Северокавказского федерального округа в следующем году. Сегодня первый день. На татами выходит 140 самых юных участников, рожденные в 2014-15 годах. Соревнования начались с официального открытия. Участников поприветствовал заместитель министра спорта республики, пожелав им честной борьбы и ярких побед. Ребята показывают наше подрастающее поколение, наша гордость. Я думаю, ребята будут и покажут нашу республику на самом высоком уровне. Все впереди. Главное без травм. И вот старт дан. Первые схватки начались. Несмотря на юный возраст, настрой у ребят самый серьезный. Победители определяют на 3 татами. На одном из них Мухаммад Мальсага в синем кимоно. Он уступает в росте своему оппоненту, но в технике ничуть. Молниеносная атака, четкий бросок и пон. Свою первую схватку он выиграл чистой победой. Мухаммаду всего 11 лет. Он борется в весе до 38 килограммов. А схватки идут ожесточенные, казалось бы, это самые младшие юноши, но они уже показывают настоящее понимание дзюдо. Азарт и волю к победе. Каждый бросок здесь результат месяцев упорных тренировок. Но этот турнир не только о памяти и наградах. Для старшей возрастной группы юношей до 18 лет это путевка на более высокий уровень. Именно из их числа по итогам 3 дней отберут 8 дзюдоистов, по одному в каждой весовой категории. Они получат право представлять нашу республику на первенстве СКФО в 2026 году. Они показали очень яркую борьбу, не по возрасту даже. Я даже многое видел в этой борьбе, но сегодня несколько схваток таких, как будто на Олимпийских играх такая борьба шла между такими маленькими ребятами. Победителей и призеров ждут медали и грамоты. Организаторы подготовили для всех юных борцов еще и новогодние сладкие подарки. Среди тех, кто поднялся сегодня на высшую ступень пьедестала, Абдулмалик Халмурзиев. Ему всего 10 лет, и он победил в одной из самых легких весовых категорий – до 27 килограммов. Есть схватка ниса. Первая схватка – зацепия куртванусу, вторая схватка – удержание куртванусу, третья схватка – зацепия куртванусу и четвертый – зацепия куртванусу. Уверен, ворсе первым от легких. Игорь Халас схват второй схватки. Трехдневный марафон борьбы только начался, а это значит, что впереди еще 2 дня борьбы, эмоций и новых чемпионских имен, которые, возможно, скоро мы будем слышать уже на всероссийском уровне. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магас 24.